Дорогие друзья, всем здравствуйте! В эти праздничные дни студия позитивного рисования Листикар и мультимедийный центр «Россия. Моя история» поздравляют вас с 9 мая. Сегодняшний мастер-класс посвящен этому празднику. Мы будем рисовать маки. Мак – это один из символов победы. Пусть же он украшает ваш дом в этот праздник. Для создания картины нам потребуется гуашь, кисточки и палитра, вода, простой карандаш, ластик и лист альбомной бумаги. Начнем. Сначала нам потребуется наметить линию горизонта. Она будет ниже уровня гор. Намечаем ее посередине листа. Теперь мы делаем овалы. Именно с этого начинается создание наших маков. Пусть их будет 3. Они могут быть разной формы. Один диагональный овал. Два поменьше и один самый крупный. Именно от расположения овала зависит, куда смотрит наш бутон. Далее прорисовываем лепестки в наших овалах. Всего лепестков у мака 4, поэтому начинаем рисовать. Сначала рисуем самый ближний к нам лепесток. Лепестки могут выходить как немного за границы овала, так и не доходить до них. Далее отмечаем на наших бутонах серединки, где располагаются зернышки. Вот такой эскиз у нас получился. Перед началом работы закрепите ваш рисунок на столе бумажным скотчем. Это убережет ваш стол от краски и позволит сделать рамку на вашем рисунке. А сейчас начинаем работать красками. На палитре нам потребуется белый и синий. Для начала начинаем делать небо. Смешиваем немножко белого с синим, чтобы у нас получился вот такой темный оттенок. Наносим его на самый верх нашего листа. Наверху у нас, как правило, небо всегда темнее, поэтому наносим краску быстро, чтобы она не успела высохнуть. Далее добавляем белого, чтобы у нас небо светлело и к горизонту становилось совсем светлым. Можно использовать немножко воды. Не забудьте, что к горизонту небо должно светлеть, поэтому не жалейте белил. Следите за тем, чтобы переходы были равномерные. Если влаги на кисти много, промокайте кисть об тряпку. Если ваш лист немного влажноват, дайте ему минут 5 подсохнуть, и после мы приступим к созданию 2 линий гор.
Вот наш лист подсох, и сейчас мы начинаем делать горы. Для начала смешиваем белую и зеленую краски и рисуем второй ряд гор, самый дальний. Дальние горы будут у нас бледно-зеленые. Цвет подойдет. Мы начинаем рисовать их выше линии горизонта. Отмеряем примерно сантиметр. До линии горизонта их не красим, не доводим, потому что там у нас будет еще близлежащие горы. Так, и сейчас я приступаю ко второй линии гор. Для этого нам потребуется смешать опять-таки белый с зеленым, но здесь зеленый будет уже активнее и насыщеннее. Такой цвет нам подойдет. Вот мы и закончили второй ряд гор. И сейчас мы приступаем к полю. Поле у нас начинается с линии горизонта. Здесь оно совсем желтое, желто-зелененькое. И потом постепенно оттенок переходит все более в зеленый. И потом мы начинаем рисовать травку. Итак, набираем в кисть желтый цвет, чуть-чуть добавляем зеленого. Сейчас, не теряя времени, добавляем к желтому зеленый и начинаем вмешивать его желтый оттенок. Нам необходимо работать быстро для того, чтобы цвета плавно перемешивались. Мы нанесли желтый цвет примерно на 4 сантиметра листа. Сейчас мы приступаем к созданию травы. Первый слой у нас будет темно-зеленый. Делаем линии снизу вверх, для того, чтобы наша трава была более реалистичной. Мазки должны быть довольно жирные и разной длины. Краска подсохла, и сейчас мы наносим второй, более светлый слой травы. Смешиваем опять-таки желтый и зеленый, но теперь желтого больше. А сейчас приступаем к созданию маков. Это самая ответственная работа. Добавляем на палитру красный цвет. И начинаем создавать лепестки. Двигаем кистью по направлению того, как растет лепесток. Мы прямо выписываем лепесток, придаем ему форму. Мазки кладите плотно, чтобы краска не просвечивала. Вот видите, на некоторые лепестки мы залезли другим цветом. Это не страшно, потому что сейчас мы все перекроем красным цветом.
Для продолжения работы нам потребуется желтый цвет. Для этого нам необходимо хорошенько прополоскать кисть и отжать ее в тряпке. И набрать на нее желтый цвет. На кончик. Мы слегка желтый смешаем с красным, чтобы у нас получился оранжевый. И теперь наносим вот такие полосочки на лепестки, чтобы показать их легкую текстуру. Вот такими небольшими штрихами мы добавляем нашему лепестку живости и очарования. Чуть-чуть желтого. Здесь многовато желтого получается. Мы сейчас его разбавим красным. Смело работайте с краской. Гуашь очень хорошо разводится, очень хорошо смешивается. Для следующего этапа нам потребуется тонкая кисть и черная краска. Сейчас мы будем делать серединки наших маков, а именно зернышки. Наносим немного краски. И по внешнему бортику серединки цветка вот такими точечными движениями работайте уверенно. Если краска немножко размазалась, это ничего. Но все-таки старайтесь, чтобы были точечки. Не полосочки, не черточки, а именно точечки. После того, как мы нанесли черную краску и сделали наши зернышки, необходимо очень хорошо промыть кисть, чтобы на ней не оставалось черной краски. Можно немножко промокнуть в тряпке. И сейчас мы будем делать зеленую серединку без зернышек, светло-зелененькую. Набираем этот оттенок в кисть и начинаем забивать. Можно также не только белую бумагу красить, но и места, где зернышки уже черные. Сейчас мы будем создавать тени на лепестках маков. А для этого необходимо взять немного черной краски и смешать с красной. У нас получается темный оттенок. И его мы наносим между лепестками. Сейчас мы приступим к созданию бутонов, которые еще не распустились. Для этого нам необходимо опять добавить на палитру зеленый и желтый цвета.
их смешаем. И намечаем бутоны несколькими мазками. Далее намечаем тени. Вот здесь на бутонах. Здесь будет более светлая часть, а вот здесь темная. Берем темно-зеленый цвет. Далее делаем блик. Для этого потребуется белая краска. Можно нанести немного желтых оттенков. Далее берем красную краску и делаем вот лепестки, которые еще не распустились. Здесь штрих может быть очень неровный. И сейчас делаем немножко цветовых добавлений. Можно взять желтый и поверх красного нанести несколько мазков. Сейчас пришло время стебельков. Для этого необходимо учесть одно правило. Там, где у нас фон идет светлый, то стебелек будет темный. И наоборот, где фон темный, стебелек светлый. Поэтому сейчас мы будем активно использовать зеленый, желтый и белые цвета. Сегодня на улице пасмурный день, поэтому свет у нас не очень хороший, но я думаю, на цветопередачу это не должно повлиять. Сначала при создании стебельков можно нанести примерный контур зеленым цветом. Вот поскольку здесь у нас бутон смотрит почти на нас, то мы не видим, откуда начинается стебелек. А вот здесь мы будем рисовать прямо основание стебелька. Оно выглядит вот так. Не обязательно доводить стебелек до конца листа, он просто где-то затерялся в траве. Потом поверх мы добавим желтых цветов. На месте, где мы прорисовали траву, поскольку мы наносили и темно-зеленые, и желтые оттенки, здесь стебельки можно делать белым цветом, белым и темно-зеленым. Ну вот, наши бутоны готовы, стебельки к ним готовы. Осталось нанести кое-какие акценты. Здесь усилим зернышки. И вот у нас все готово. Чтобы сделать траву более рельефной, мы добавим несколько таких ярких штрихов темно-зеленой краской. Вот такими резкими движениями. Они могут находить на стебельки.
Ну вот, дорогие друзья, наша работа готова. И сейчас мы сделаем последнее дело, уберем скотч. Советую это делать очень аккуратно. И сдирайте скотч не просто вперед, а немножко по диагонали. Тогда бумага почти не сдирается. Ну вот и все, наша картина готова. Благодаря рамке она выглядит еще презентабельнее. Она может прекрасно украсить ваш дом в этот великий праздник. С Днем Победы!